Большинство успешных бизнесменов склонны утверждать, что самые важные задачи необходимо решать утром. Как говорится, хочешь все успевать, ешь лягушку на завтрак. В роли лягушки выступает дело, за которое вы совсем не хотите браться. Сделайте его утром, и позитивный настрой от того, что лягушка съедена, сохранится на весь день. Терпение и труд все перетрут. Раз. Кончил дело, гуляй смело. Два. Без труда не вытащишь рыбку из пруда. Три. Работа не волк, Нет, это не надо. Итак, какое оно планирование рабочего дня на практике? Сроки, даты – все это не понаслышке знакомо госслужащим. Представлять лицо государства посредством своего управления – дело непростое, но благодаря четко спланированным действиям поставленные цели и задачи все-таки удается достичь, признаются в управлении Федеральной антимонопольной службы по Республике Ингушетия. Лейла Вужахова – одна из тех, кто ведет счет всей входящей и исходящей документации. Цифры здесь внушительные, но как здесь идет планирование? Этот год подходит к концу, и мы можем привести кое-какие цифры. Это свыше 4000 входящей и исходящей корреспонденции. Входящую корреспонденцию мы регистрируем, далее копируем для сохранности и под роспись каждого сотрудника отдаем лично в руки. Есть и особые документы, где мы можем увидеть красные пометки. Это особый контроль, временные рамки, в течение которых надо выполнить поручение руководителя. Для моей работы у меня есть 3 журнала. Это входящие корреспонденции, исходящие. Еще у нас есть особые журналы, где мы записываем особые поручения руководителя, где мы должны выполнить установленный срок, не просрочить срок. Это очень обязательно. Также у нас есть электронный документооборот, где мы записываем также входящие и исходящие корреспонденцию. Также нам могут прислать в электронном виде, у нас есть официальная электронная почта. Решайте неотложные задачи. Важно понимать, что если в течение рабочего дня на вас свалилось какое-то неотложное дело, не нужно переключать все внимание на него. Еще одна важная деталь – соблюдайте сроки. Каждый день вы должны устанавливать себе примерные сроки. Эксперт управления Мадина Базиева считает, что не менее важным является порядок на рабочем столе. Порядок на рабочем месте – это самая неотъемлемая часть, считайте, нашей работы. Если среди бардака мы будем что-то искать, получается, мы потеряем драгоценное время. Для этого у нас разработана целая система планирования, у меня все это происходит так. Стоит у меня на столе вот эта папка, в ней у меня 3 типа документа. Первая папка – это у меня входящая документация. Здесь у меня содержатся все входящие документы, по которым мне нужно работать. Она у меня стоит прямо в зоне первой досягаемости. Второй отдел – это у меня синяя папка, так мы ее называем. Здесь у меня все методические материалы. Каждый наш вопрос нужно прорабатывать относительно законов. Вот каждый наш шаг нам нужно ориентироваться на законы, что нам говорит законодательство. Антимонопольное законодательство. И поэтому, чтобы не терять времени в интернете, там что-то искать, я быстренько прихожу к своим методическим материалам, которые я заранее подготовила и положила себе в отдельную папку. Это второе. И, наконец, самое третье – это у нас контроль. У каждого специалиста, у каждого эксперта есть свой определенный срок, который отписывает нам руководитель. И, соответственно, этому сроку нам нужно справиться с заданием. Например, здесь в каждом письме есть пометка красной ручкой, и написано слово «контроль» и дата, до какого числа нам это сделать нужно. Поэтому, чтобы сэкономить наше время, мы знаем, что есть дата, есть методические материалы и законы, соответственно, с чем нам надо работать. В принципе, так и происходит. Еще одно мое ноу-хау, которое я отрабатываю, это, конечно же, стикеры. Все мы знаем, что есть электронные стикеры, что их можно выйти на рабочий стол. Но когда информация у тебя под рукой, под глазами целый день, ты понимаешь, как тебе действовать и что делать. И, соответственно, мы же госслужба, представляем лицо государства. Время, как говорится, это не деньги, время – это качество. Что из этого важнее для жизненного и карьерного успеха, решать вам. С одной стороны, нужно уметь не только составлять план на день, но и корректировать его по мере необходимости. С другой стороны, чтобы не утонуть во второстепенных делах, вам рано или поздно придется научиться говорить людям «нет».
Мы рассказали вам о том, как планируется рабочий день у Управления Федеральной антимонопольной службы по Республике Ингушетия. А как планируете свой рабочий процесс вы? Мадина Дасхоева, Магомед Нагиев, Рустам Сагов. Утро Ингушетии.